Всё. Так, добрый день, уважаемые слушатели. Сегодняшняя наша тема будет посвящена профилактике правонарушений, бродяжничества, беспризорности и ранней профилактике семейного неблагополучия. Важно отметить, что влияние различных экономических и социальных факторов в настоящее время привело к резкому увеличению числа детей и подростков, которые оказались вне дома. Проблемы детской беспризорности и безнадзорности на сегодняшний день приобрели угрожающий, скажем так, характер, так как число беспризорных детей, а также преступлений, совершенные несовершеннолетними, к сожалению, из года в год неуклонно растет. О серьезной социальной напряженности в нашей стране свидетельствуют следующие факты. Растет преступность среди подростков и молодежи, то есть подростками совершаются ежегодно более 2 миллионов преступлений. Примерно треть виновных в грабежах, кражах и изнасилованиях являются именно подростки. Увеличивается количество беспризорных детей. Доля неполных семей достигает около 15% по стране. Социальное неблагополучие семей вообще стало причиной участившегося жестокого обращения с детьми, психологических стрессов, психических заболеваний, побегов из дома и самоубийств. В связи с этим повышенного внимания требует к себе задачи создания условий для самореализации личности, побуждения человека к активизации личностных ресурсов и самопомощи в преодолении жизненных критических ситуаций и профилактике подобных девиаций. Специалисты, занимающиеся проблемами предотвращения подобных девиаций, многие годы ищут ответы на ряд вопросов. Каковы факторы, мотивы и ингибиторы поведения беспризорников? Что заставляет человека вновь и вновь причинять вред себе и окружающим? Каковы инновационные социально-педагогические технологии в области прогнозирования патологического поведения подростков? Ну и каково содержание эффективных программ помощи молодым лицам по преодолению кризисных состояний и профилактике девиантного поведения, в частности, беспризорности и бродяжничества. Бродяжничество однозначно определяется многими современными учеными как форма девиантного поведения подростков в результате социально-психологической дезадаптации личности. В настоящее время для определения бродяжничества используется термин «драмомания». В историческом словаре дается определение понятию драмомания как непреодолимое стремление к бродяжничеству, перемене мест, бесцельному блужданию. В энциклопедии находим следующее определение драмомании, то есть это импульсивное влечение к перемене мест. В медицинском словаре драмомания трактуется как расстройство психики различного происхождения, проявляющееся побегами из дома и школы. Развивается оно в сочетании с другими нарушениями влечений. Обычно это последствия ушибов головы, сотрясений мозга или воспалительных заболеваний головного мозга, особенно если эти расстройства возникли еще в подростковом периоде. При драмомании, то есть во влечении к бродяжничеству, у человека периодически возникает беспокойное состояние, на фоне которого проявляется неудержимое влечение к перемене мест. Данное поведение, несомненно, препятствует включению в общество, усвоению общественных норм и ценностей, правил поведения, затрудняет личностное развитие и возникает главным образом вследствие педагогической запущенности, отсутствия правильного воспитания, внимательного и чуткого отношения к ребенку. Отмечу, что Федеральный закон об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации номер 124 вводит понятие «дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации». Это дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате сложившихся обстоятельств и которые не могут преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Федеральный закон от 24 июня 1999 года номер 120
об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяет следующее понятие. Безнадзорный, кто это? Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения обязанностей по его воспитанию, обучению или содержанию со стороны родителей или законных представителей, либо должностных лиц. Беспризорный, кто это? Это безнадзорный, да, не имеющий места жительства или места пребывания. Дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Что это за дети? Это дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды, дети, имеющие недостатки, да, в психическом или физическом развитии, дети жертвы вооруженных межнациональных конфликтов, да, стихийных бедствий, дети из семей беженцев, вынужденных переселенцев, жертвы насилия, да, или дети, жизнедеятельность которых объективно нарушена в результате каких-то сложившихся обстоятельств, которые не могут, да, преодолеть данные обстоятельства самостоятельно или с помощью семьи. Беспризорные дети не имеют родительского или государственного попечения, постоянного места жительства, соответствующих возрасту позитивных знаний, необходимого ухода, систематического обучения и развивающего воспитания. Следует отметить, что формирование склонности к бродяжничеству определяется индивидуальными особенностями личности и факторами макросоциума. Назовем основные причины бродяжничества. Это кризисные явления в семье, асоциальный образ жизни ряда родителей, падение жизненного и культурного наследия, да, уровня населения, ухудшение условий содержания детей в семьях, распространение жестокого обращения с детьми в семьях, которое приобретает в последнее время особую актуальность. Ну и, конечно, психические болезни – это родовые травмы, врожденные и наследственные болезни и травмы головного мозга. Подобной точки зрения придерживаются и большинство правоведов. Ну, например, автор Нечаева, раскрывая причины бродяжничества и беспризорности, указывает на провоцирующие их факторы: экономический кризис, безработица, обнищание, да, широких слоев населения, которые живут практически за чертой бедности, повсеместное ослабление семейных устоев, утрата старшим и младшими поколениями моральных ценностей, да, пьянство, алкоголизм, наркомания, ну и распространение среди детей и взрослых психических заболеваний. Так Слуцкий выделяет 3 основные категории, да, причин развития детской безнадзорности и беспризорности: социально-экономические, социально-психологические и медико-психологические причины. К социально-экономическим автор относит факторы, длительно нарушающие трудовой уклад жизни и деформирующие быт людей. Ну, это экономический кризис, безработица, голод, эпидемии, да, интенсивные миграционные процессы в связи, например, с военными конфликтами, да, или природными катаклизмами. Социально-психологические причины, по мнению автора, связаны с кризисом семьи, увеличением разводов, с утратой одного из родителей, да, утерей, точнее, одного из родителей, опекунством, ухудшением климата в семье, грубым обращением с детьми, физическими наказаниями, а порой и сексуальными домогательствами со стороны взрослых. Медико-психологические причины связаны с увеличением числа детей, имеющих выраженные психофизические аномалии, да, черты асоциального поведения, то есть наличие некой такой генетической предрасположенности. Ну и согласно данным, приведенным в его работе, среди подрастающего поколения такие дети составляют 3-5%. Несомненно, что уходы из дома являются следствием социальной дезадаптации, да, детей и подростков. По мнению Сморгуновой, следует выделить следующие виды уходов из дома: побеги как следствие недостаточного надзора в целях развлечения и удовольствия. Следующий вид – это побеги как реакция протеста на чрезмерные требования, да, или недостаточное внимание со стороны близких.
Побеги как реакция тревоги и страха наказания у робких и забитых, да, подростков или детей. Ну и выделяется, по мнению автора, такой вид, как ухода специфический пубертатный побег вследствие фантазерства и мечтательности. Для более глубокого исследования нами были рассмотрены и проанализированы характеристики этапов побегов из дома. Первый этап, конечно, характеризуется кратковременностью. Начало уходов из дома как реакция, да, подростка на внешний раздражитель. Это ссоры родителей могут быть, конфликт с родителями, физическое или психическое наказание, конфликты с учителем, с одноклассниками. Второй этап составляют побеги более длительные, привычные, фиксированные. Мотивы, в принципе, здесь не сразу понятны, не всегда объяснимы, и уходы учащаются, возникают по незначительному поводу. Третий этап – это истинно патологический, то есть уходы и бродяжничество непреодолимы, импульсивны. Подросток не в силах им противостоять. Оказываясь вне дома, подросток вынужден адаптироваться к вновь обретенной среде обитания, да, улица. И мир улицы – это образ жизнедеятельности лиц, объединившихся в группы и придерживающихся определенных законов и традиций. Такие группы чаще являются асоциальными, да, которые характеризуются размытостью моральных норм, жестокостью, утратой общечеловеческих качеств, жалости, сострадания, да, в том числе и, конечно, половой распущенностью и низким уровнем развития. Несовершеннолетние дети, долго ведущие асоциальный, скажем так, образ жизни, вырабатывают уже свою философию жизни, специфически усваивая многие нравственные понятия, например, такие как верность, честь, долг, совесть. Культура беспризорников, драмоманов непосредственно связана с присущей им поисковой активностью в социальной жизни. При этом значительными являются такие особенности личности этих подростков, как неумение общаться с людьми, отчужденность, нарушение в развитии чувств, не позволяющих понимать других, принимать их, да, слабо развитое чувство ответственности за свои поступки, низкая самооценка, неуверенность в себе. Ну, в принципе, изучив сущность, да, и причины драмомании, необходимо выделить направление профилактики безнадзорности подростков, так как главной причиной детской безнадзорности является, конечно же, семейное неблагополучие. Социальным педагогам, психологам необходимо проводить эффективную работу по предупреждению и преодолению бродяжничества и беспризорности подростков в коррекции общения и взаимоотношений в семьях. В практике работы социального педагога имеются различные социально-педагогические технологии воздействия на родителей, на характер внутрисемейных отношений. Эти воздействия могут иметь, в принципе, как прямой, непосредственный, да, так и косвенный, опосредованный характер. Прямой путь коррекционного воздействия на семейное общение, на его содержательную сторону, возможен при тесном взаимопонимании родителей и учителей. В принципе, если семья верит в авторитет школы, да, стремится к развитию семейных взаимоотношений, то родители обращаются за помощью к педагогам, участвуют в различных общественно-педагогических мероприятиях, посещают лекции, беседы, да, консультации в рамках, скажем так, педагогического всеобуча. Ну и косвенное воздействие оказывает на характер взаимоотношений в педагогически несостоятельных или пассивных семьях, на содержание общения подростков группы риска. Опосредованное воздействие осуществляется также при совместной деятельности детей и родителей по месту жительства, при проведении индивидуально-групповых форм педагогического воздействия, то есть сюда входят и собрания, всеобучи, консультации, социально-педагогическое сопровождение.
Отмечу, что преступление – это уже крайняя, да, форма неуважения к общественным установкам, когда человек приступает, в принципе, черту, положенную законом, да, и совершение преступления подросткам показывает, что подросток уже далеко отошел от границ допустимого. Но мгновенного падения, да, в моральные пропасти, скажем так, не бывает, поэтому нужно выяснить причины, которые привели, да, подростка к правонарушению и к преступлению. Важно отметить, что причиной правонарушений и преступлений несовершеннолетних, безусловно, являются это семейное неблагополучие, неблагоприятное бытовое окружение, средства массовой информации, подстрекательство со стороны взрослых, ну и низкая правовая грамотность. Рассмотрим первый и самый важный аспект, который связан, конечно же, с семейным неблагополучием. Семейное неблагополучие. Семья – это важнейший, да, институт социализации подрастающего поколения. Она, в принципе, представляет, да, из себя персональную среду жизни и развития детей, подростков, юношей. И какую бы сторону жизни ребенка мы ни взяли, всегда окажется, что решающую роль в эффективности на том или ином возрастном этапе, да, развития личности не может сыграть, в принципе, ни одно общественное или государственное учреждение, каким бы оно ни было совершенным. Отсутствие родительской семьи или семейное неблагополучие, напротив, почти всегда создает реальные сложности в формировании детей и подростков, преодолеть которые обществу до сегодняшнего дня практически мало удается. 120-й федеральный закон определяет понятие «семья, находящаяся в социально опасном положении». Семья, имеющая обучающегося, который находится в социально опасном положении, а также семья, где родители, законные представители, да, обучающегося, не исполняют своих обязанностей по его воспитанию, обучению и содержанию, да, а также отрицательно влияют на его поведение, либо жестоко обращаются с ним. Понятие здоровья ребенка следует рассматривать в данном контексте очень широко. Это и физическое развитие, да, в соответствии с возрастом, и душевное здоровье, и социальная зрелость, а также отсутствие таких необходимых компонентов нормального развития ребенка, как уход, содержание, да, то есть питание, обеспечение одежды ребенка, забота о здоровье, защита, контроль, требовательность, да, родителей и опекунов. Важно обратить внимание на то обстоятельство, что отсутствие требовательности и контроля со стороны родителей оценивается не только как пренебрежение, но и как жестокое обращение. Зачастую семейное неблагополучие провоцирует возникновение ситуаций, связанных с жестоким обращением с детьми. Международное право относит к жестокому обращению с детьми фактически любые формы общественно опасного поведения, причиняющие существенный вред основным правам и интересам несовершеннолетнего, и трактует его как очень опасное посягательство прежде всего на психическое здоровье детей, поскольку при этом причиняется тяжкий вред, часто необратимый, да, именно психике ребенка на наиболее уязвимом этапе его развития, в период формирования личности, да, то есть на этапе так называемой первичной социализации. Статья 19 Конвенция о правах ребенка относит к жестокому обращению с детьми все формы физического и психологического насилия, оскорбления или злоупотребления, отсутствие заботы и небрежного обращения, грубого обращения или эксплуатации, включая сексуальное злоупотребление со стороны родителей, законных опекунов или любого другого лица, который заботится о ребенке. Жестокое обращение с детьми в современном правовом поле рассматривается как действие или бездействие, да, родителей, воспитателей или других лиц, и включает, которые наносят, да, ущерб физическому и психическому здоровью ребенка, включает в себя активные или пассивные формы поведения,
главным содержанием которых является существенный вред основным правам и свободам ребенка. Жестокое обращение с детьми – это действие или бездействие родителей, воспитателей и других лиц, которые наносят ущерб физическому и психическому здоровью ребенка. Выделяют несколько видов жестокого обращения. Это физическое, сексуальное, психическое, эмоционально дурное обращение, психическое насилие и отсутствие заботы, то есть пренебрежение основными потребностями ребенка. Насилие – это любая форма взаимоотношений, которая направлена на установление или удержание контроля силой над другим человеком. Формы насилия над детьми выделяют физическое насилие, то есть действие, бездействие со стороны родителей или других взрослых, в результате которых физическое и умственное здоровье ребенка нарушается или находится под угрозой повреждения. Отсутствие заботы о детях. Следующий вид, форма насилия над детьми, то есть пренебрежение основными потребностями ребенка. Что это такое? Невнимание к основным нуждам ребенка, то есть в пище, одежде, медицинском обслуживании, присмотре. Одним из вариантов жестокого обращения с детьми является психическое насилие, то есть эмоционально дурное обращение с детьми. Это постоянное или периодическое словесное оскорбление ребенка, угрозы со стороны родителей, опекунов, учителей, воспитателей, унижение его человеческого достоинства, обвинение его в том, в чем он, например, не виноват, демонстрация нелюбви, неприязни к ребенку. К эмоционально дурному обращению с детьми относятся также постоянная ложь, обман ребенка, в результате чего он в принципе теряет потом доверие ко взрослым, а также предъявляемые к ребенку требования, которые не соответствуют его возрастным особенностям и возможностям. Жестокое обращение с детьми может проявляться не только в осуществлении родителями физического и психического насилия над ними, либо в покушении на их половую неприкосновенность, но и в применении недопустимых способов воспитания, то есть в грубом, пренебрежительном, унижающем человеческое достоинство обращении с детьми, оскорблении или эксплуатации детей. Об этом как раз говорится в Федеральном законе 124 об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. Следующий вид – это сексуальное насилие над детьми, то есть любой контакт и взаимодействие, в котором ребенок сексуально стимулируется или используется для сексуальной стимуляции. Виды ответственности лиц, которые допускают жестокое обращение с детьми в соответствии с российским законодательством. В российском законодательстве существует несколько видов ответственности лиц, которые допускают жестокое обращение с ребенком. Административная ответственность. Лица, допустившие пренебрежение основными потребностями ребенка, которые не исполняют обязанности по содержанию и воспитанию несовершеннолетних, подлежат административной ответственности в соответствии со статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях. Эта статья называется «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Российское уголовное законодательство предусматривает ответственность лиц за все виды физического и сексуального насилия над детьми, а также по ряду статей за психическое насилие из-за пренебрежения основными потребностями детей, отсутствие заботы о них. Преступления против жизни. Статья 110, 111, я не буду подробно перечислять, вы видите на слайде. Статья 112, 113, 115, 116, побои, 117 истязание, 119 угроза убийством, и причинение тяжкого вреда здоровью. Статья 125 оставление в опасности.
Следующий вид – это преступление. Преступление против половой неприкосновенности и половой свободы личности. Статьи 131, 132, 133, да, изнасилование, насильственные действия сексуального характера. Ну и следующий вид преступления – это преступление против семьи несовершеннолетних. Статья 156, неисполнение обязанностей, да, по воспитанию несовершеннолетних. И статья 157 Уголовного кодекса злостное уклонение от уплаты средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей. Жестокое обращение с ребенком может послужить основанием для привлечения родителей, или лиц их заменяющих, к ответственности в соответствии с семейным законодательством. Это лишение родительских прав в соответствии со статьей 69 Семейного кодекса Российской Федерации, ограничение родительских прав, статья 73.3 тоже Семейного кодекса, и отобрание ребенка при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью, статья 77. Неблагоприятное бытовое окружение. Следующая подтема, которую, да, мы рассмотрим, это одна из наиболее тоже распространенных причин правонарушений среди подростков. Превращение большой семьи в малую, рост числа однодетных, да, и неполных семей, дезорганизация семьи повысили необходимость для детей искать общение вне дома как своеобразную компенсацию дефицита эмоциональных контактов с родителями. В школе, где он успевал, ему тоже плохо. Таким образом, из трех основных, скажем так, сфер жизнедеятельности подростка – семья, школа, досуг – в двух ему плохо. Уходя от несвободы семьи и школы, подросток попадает в несвободу неформальной группировки. И что печальнее всего, многие из них, конечно, не хотят разрывать связи с такой группой. Она гармонизирует, скажем так, его существование, бытие, да, обеспечивает видимость порядка, защиту, престижность положения. Следующая причина. Если говорить о влиянии на ребят средств массовой информации, нужно, конечно, в первую очередь отметить их информационное воздействие. Они образуют систему неформального образования, существенно отличающуюся, да, от системы обучения в учебных заведениях. Кино и телевидение вообще являются мощными, да, скажем так, источниками формирования навыков агрессивного поведения. Посредством телевидения дети и подростки получают многочисленные возможности обучения широкому спектру форм агрессии, не выходя из дома. Поэтому здесь так важен, конечно же, информационный фильтр со стороны родителей, да, и других субъектов профилактики. Известно, что немало преступлений подростки совершают под воздействием взрослых. Да? Подстрекательство это не только склонение, но и вовлечение в преступление. Подстрекатели любыми способами стремятся сделать несовершеннолетних зависимыми, увлекают их ложной романтикой, разлагают бездельем, пьянством, да, и наркоманией. Правовая безграмотность – одна из причин правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Учащиеся не всегда знают, что некоторые моральные запреты, да, санкционированы законом, и многие поступки не только недопустимы с точки зрения нравственности, да, но и влекут за собой ответственность по закону. Кража вещей, рэкет, поломка телефонов, автоматов, да, драки с нанесением телесных повреждений, истязания. Все это совершается подростками, которые нередко, конечно, находятся вообще в неведении, да, об ответственности за содеянное. В настоящее время правовое образование, воспитание и просвещение населения нашей страны находится в центре внимания современного вообще российского общества. Правовое воспитание является одним из видов профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних. Правонарушения – это противоправные деяния, которые причиняют вред, да, обществу и караются по закону. Что такое правовое воспитание?
Это процесс, да, организованного воздействия на личность, формирование правового сознания и поведения юного гражданина. Правовое воспитание, конечно, ориентировано на осознанное восприятие юридических законов, правовых норм и обязанностей. Правовая норма, что это такое? Это идеальная модель должного поведения человека любого возраста, да, в обществе. Правовая культура – это разновидность общей культуры. Она отражает, в принципе, определенный уровень правосознания, законности, охватывает все ценности, которые были созданы людьми в области права. Правовой нигилизм – это полное отрицание всего, полный скептицизм, постоянное противопоставление себя сложившейся системе. В рамках правового просвещения несовершеннолетних, да, необходимо проводить не только педагогам, но и родителям правовые беседы с детьми на темы административной, уголовной ответственности несовершеннолетних. Несовершеннолетние, безусловно, должны знать не только о своих правах, но и об обязанностях и ответственности. Административным законодательством предусмотрена административная ответственность, которая выражается в мерах административного наказания. Основой, да, административного наказания является административное правонарушение. Административным правонарушением признается противоправное, виновное действие или бездействие физического или юридического лица, за которое установлена административная ответственность. То есть дети, подростки, юноши должны знать, да, основные понятия, что такое административное правонарушение, какой вид административной ответственности, да, наступает вследствие того или иного совершенного административного правонарушения. Ответственность, да, безусловно, нужно знать им тоже один из аспектов, что ответственность за административное правонарушение, которое совершается несовершеннолетними в возрасте от 14 до 16 лет, несут также родители, законные представители, опекуны, да, или попечители. Но по общему правилу, конечно, административной ответственности подлежит лицо, которое к моменту совершения административного правонарушения достигло в возрасте 16 лет, но если оно совершило административное правонарушение в возрасте от 14, да, до 16 лет, ответственность будут нести, конечно же, его законные представители. С учетом конкретных обстоятельств дела, да, и данных о лице, который совершил это административное правонарушение, в возрасте от 16 до 18 лет, комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав указанное лицо может быть освобождено от административной ответственности с применением к нему меры воздействия, которые предусмотрены федеральным законодательством о защите прав несовершеннолетних. Что следует знать молодежи, да, подросткам, детям со стороны уголовного права? Что, безусловно, уголовная ответственность является одним из видов, да, юридической ответственности. Она является правовым последствием совершения преступления уже, да, и заключается в применении к виновному государственного принуждения в форме уголовного наказания. Преступление, что это такое? Это виновное, да, общественно опасное, противозаконное или противоправное деяние, которое попадает, в принципе, под запрет уголовного закона. Преступление предусмотрено особенной частью Уголовного кодекса Российской Федерации, и в соответствии с Уголовным кодексом уголовная ответственность несовершеннолетних наступает с 16 лет за все виды преступлений, которые обозначены в Уголовном кодексе Российской Федерации. Но следует отметить, и дети, и родители, педагоги тоже должны об этом знать, что за строго определенный ряд преступлений, да, которые перечислены в статье 20 Уголовного кодекса, уголовная ответственность может наступать с 14 лет. Это за убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, кража, грабеж, разбой, вымогательство,
неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством, да, без цели хищения, терроризм, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, хулиганство, вандализм, ну и приведение в непригодность транспортных средств или путей сообщения. Профилактика в соответствии с современным нормативным полем в Российской Федерации должна быть, конечно, сформирована система, которая бы обеспечивала реагирование, да, на нарушение прав каждого ребенка без какой-либо дискриминации, конечно, включая и диагностику ситуации, планирование, да, и принятие необходимого комплекса мер по обеспечению соблюдения прав ребенка и восстановлению нарушенных прав. Правовое просвещение, безусловно, сюда должно входить. Предоставление реабилитационной помощи каждому ребенку, который стал, да, жертвой жестокого обращения или преступных посягательств. Конечно, необходимо шире вообще внедрять эффективные технологии социальной работы, да, которые предполагают опору на собственную активность детей, предоставление им возможности участвовать, да, в решении своих проблем наряду со специалистами, поиск нестандартных экономических решений, применять технологии помощи, которые были бы ориентированы на развитие внутренних, да, ресурсов семьи, удовлетворение потребностей ребенка и реализуемые, конечно же, при поддержке государства. Что такое вообще профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних? Это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, которые направлены на выявление и устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних. Отдельно хочу остановиться на социальной профилактике. Это научно обоснованное и своевременно, скажем так, предпринимаемое воздействие на социальный объект с целью сохранения его функционального состояния и предотвращения возможных негативных процессов в его жизнедеятельности. Эффективность ее осуществления, социальной профилактики, во многом определяется профессионализмом субъекта воздействия и комплексным характером профилактического применения. В социальной педагогике выделяют 3 уровня социальной профилактики. Общий социальный уровень, то есть общая профилактика, которая предусматривает деятельность государства, общества, их институтов, да, которые направлены на разрешение противоречий в области экономики, социальной жизни, нравственно-духовной сфере, ну и так далее. Она осуществляется различными органами государственной власти и управления, общественными формированиями, для которых функция предупреждения преступности не является главной или профессиональной. Социальной профилактике посвящен, например, федеральный закон 120 об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Следующий уровень – это специальный уровень. Социально-педагогическая профилактика. Она состоит в целенаправленном воздействии на негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или проблем. Устранение или нейтрализация причин этих отклонений осуществляется в процессе деятельности соответствующих субъектов, для которых профилактические функции являются профессиональными. Следующий уровень индивидуальный, то есть индивидуальная профилактика, представляет собой профилактическую деятельность в отношении конкретных уже лиц, поведение которых имеет черты отклонения, да, или проблемности. Например, в федеральном законе 120 да, об основах системы профилактики правонарушений несовершеннолетних индивидуальная профилактическая работа определяется как деятельность по своевременному выявлению несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении, а также по их социально-педагогической реабилитации или предупреждению совершения ими правонарушений и антиобщественных действий. Действенными мерами профилактики безнадзорности несовершеннолетних являются
развитие организационных форм поведения, летнего отдыха, трудоустройства на условиях временной занятости, да, подростков. Основное звено системы профилактики безнадзорности составляет, конечно, развитие сети учреждений для несовершеннолетних, которые нуждаются в социальной реабилитации. Важно отметить, что в современных условиях правовое воспитание необходимо для того, чтобы пропагандировать безопасный и здоровый образ жизни среди молодежи. Оно играет, в принципе, большую роль в борьбе с подростковой преступностью и насилием, создает благоприятные условия для развития личности и направляет энергию подростков, в принципе, в позитивное русло, да, учит их разрешать конфликты социально приемлемым образом. Поэтому основным структурным и содержательным компонентом системы профилактики в образовательной среде является педагогическая профилактика. Ее содержание и идеология определяются общими целями, задачами профилактики, да, в образовательной среде, которые связаны с комплексным воздействием на причины и последствия семейного неблагополучия. Педагогическая профилактика представляет собой комплексную систему организации процесса обучения и воспитания, обеспечивающую снижение риска социального сиротства среди детей и подростков за счет расширения социальных компетенций родителей, создания педагогических условий для формирования личностных свойств и качеств у детей и подростков, повышающих их психологическую устойчивость к негативным влияниям среды. Методология первичной педагогической профилактики на современном этапе основывается не столько, скажем так, на традиционных, да, дидактических методах, сколько на интерактивных приемах, то есть диалогах, групповых дискуссиях, тренингах, ну и так далее. Алгоритм межведомственного взаимодействия направлен на обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, имеющих в условиях, точнее проживающих в условиях, да, и представляющих действиями или бездействием там родителей, законных представителей, угрозу их жизни, да, или здоровью. И включает в себя, соответственно, следующие блоки. Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, своевременное выявление несовершеннолетних, да, из семей, которые находятся в социально опасном положении, обмен информацией между субъектами профилактики, направление и отработка поручений, например, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, да, и комиссии с субъектами профилактики, разработка, согласование, утверждение и контроль, реализация планов индивидуальных планов профилактических, да, сокращение срока прохождения документов, то есть осуществляться до осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетнего, да, происходит на данном блоке. Ну и контроль, конечно же, за деятельностью субъектов профилактики. Сведения, которые позволяют отнести ситуацию с несовершеннолетним или семьей к тем или иным критериям социально опасного положения, могут быть в принципе зафиксированы в объяснениях граждан, справках органов, да, организаций или должностных лиц, в характеристиках, в решениях судебных и правоохранительных органов, справках руководителей субъектов профилактики, ну и иных документов. Еще один вид профилактического мероприятия в отношении неблагополучных семей является постановка на внутришкольный учет. Внутришкольный учет – это система индивидуальных, да, профилактических мероприятий, которая осуществляется образовательным учреждением в отношении обучающегося и семьи, находящейся в социально опасном положении. И в принципе она направлена на что? На предупреждение безнадзорности правонарушений и других негативных проявлений в среде обучающихся, на выявление и устранение причин и условий, да, которые способствуют безнадзорности и правонарушению обучающихся, ну и социально-педагогическую реабилитацию обучающихся и семей, которые находятся в социально опасном положении. Индивидуальная профилактическая работа. Что это такое? Это деятельность, которая в принципе направлена
на своевременное тоже выявление обучающихся, да, и семей, которые находятся в социально опасном положении, а также по деятельность, да, по их социально-педагогической реабилитации и предупреждению совершения ими правонарушений. Основаниями для проведения индивидуальной профилактической работы в современном, скажем так, правовом поле являются заявление несовершеннолетнего, либо его родителей, да, законных представителей, приговор, определение или постановление суда, постановление комиссии, прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа внутренних дел. Документы, которые могут послужить основанием, да, для помещения несовершеннолетнего в учреждение системы профилактики, ну и заключение, утвержденное руководителем органа системы профилактики по результатам проведенной проверки жалоб, заявлений и других сообщений. В соответствующих нормативных документах определены следующие сроки проведения индивидуальной профилактической работы. До устранения причин, да, и условий, которые способствуют правонарушениям, антиобщественным действиям, безнадзорности, беспризорности несовершеннолетия, до достижения 18-летнего возраста, ну и до наступления других обстоятельств. Это может быть изменение места жительства, смерть, да, и так далее. Таким образом, подводя итоги, да, всего вышесказанного, работа по профилактике безнадзорности, правонарушений, семейного неблагополучия, да, и последующей социальной реабилитации несовершеннолетних должна, ну, из семей, да, которые находятся в социально опасном положении, должна включать в себя что? Первое, конечно же, это развитие сети, скажем так, специализированных социально-педагогических учреждений для несовершеннолетних, которые обеспечивают содержание и осуществляют социальную реабилитацию безнадзорных, оказывают им помощь, да, в трудоустройстве и возвращении в семью. Следующее – это разработка и реализация программ обучения с учетом дифференцированных подходов к состоянию здоровья и отклонениям в поведении. Что должно включать еще в себя? Какая работа? Это оказание медицинской и психолого-педагогической помощи безнадзорным несовершеннолетним, которые находятся, да, в социально опасном положении. Ну и, конечно же, включать работу по выявлению несовершеннолетних. Я даже бы добавила сюда по своевременному выявлению несовершеннолетних, которые нуждаются, да, в помощи государства и возвращению их в семью или направлению в специализированные уже учреждения системы профилактики, безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В принципе, на этом у меня по данной теме все. Если у вас есть какие-то вопросы, можете их задать в чате, в комментариях. Так, вопросов нет. Всего доброго. До свидания.